Қайырлы күн курсқа қатысушылар, студенттер, білім алушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мынандай конструкциядан тұрады. Бұл шығыс септікке біз кейін және соң деген септеулік шылауларды жалғаймыз. Сегодняшняя наша тема поможет нам сделать конструкцию, которая позволяет уточнять определенные временные промежутки. Наша лексическая тема «вакыт» – время, где данная конструкция очень полезна. Этот послелог в казахском языке нету предлогов, если только послелоги. Этот послелог добавляется к существительному, который будет стоять в исходном падеже и будет давать значение после чего-то или через какое-то время. После какого-то времени, после чего-то, и через какое-то время, через что-то. Например, түс – обед, түстен кейін. Так даже у нас называется время суток в казахском языке, это после обеда. Также мы можем сказать сен, сенен кейін, после тебя. У нас с личными местоимениями всегда происходят какие-то неурядицы, а такие неурядицы в любом языке называются исключениями. Выдается в логике очень много вещей в любых языках. Также у нас в казахском языке с местоимением второго лица, первого лица и третьего лица. Вообще по логике здесь должно быть сен и мен. Ну, одна «н» опускается, у нас получается «сенен», «кейін», «после тебя». Перейдем ко второму послелогу. Он образуется абсолютно аналогичным образом. Мысалы, екі жылдан соң. Вот наш шығыс септік. И послелог сон, который будет давать значение через 2 года. Но имейте в виду, что кейін может также значить через, и сон может значить после. Но в данной пропорции они употребляются чаще в языке. И чтобы не путаться, лучше запомнить вот в таком виде. Кейін после, сон через. Немесе? Екі адамнан соң. Через двух. Ну, если вы стоите в очереди, мне не екі адамнан соң хлеб. Я зайду через 2 человека, через 2 людей. Как это будет правильно в русском языке. Вы сами разберетесь. Вот такая у нас сегодня тема. Пожалуйста, выполните все практические задания по данной видеограмматике. Назарларыңызға рахмет, көріскенше.